Здравствуйте, уважаемые телезрители. Эфир АТО-24 продолжает программа «Еще не вечер». В студии работаю я, Вера Черникова. Сегодня в Кыргызской национальной филармонии имени Туктугула Сатылганова пройдет торжественное открытие Дней культуры России в Кыргызстане. Они проводятся в рамках Перекрестного года. Программа включает в себя комплекс культурно-духовных мероприятий, направленных на демонстрацию духовной культуры народов России. Напомню, что кыргызско-российские отношения имеют глубокую историю и многовековую дружбы. Две страны являются стратегическими партнерами, развивая всестороннее сотрудничество. О кыргызско-российских отношениях на современном этапе мы поговорим с профессором, общественным деятелем Ишенгуль Садыковной Булджуровой. Сегодня она гость нашей студии. Здравствуйте, Ишенгуль Садыковна. Очень рада видеть вас в нашей студии в программе «Еще не вечер». И хочу сообщить нашим телезрителям, что в 2006 году вы стали обладателем Ордена Дружбы народов Российской Федерации. Это как нельзя вспомнить сегодня, когда в нашей стране открываются Дни культуры России в Кыргызстане. Но в общем-то, это стало самым главным, основным поводом нашей встречи и разговора о том, как развиваются отношения между нашими странами, потому что исторически мы всегда были вместе. И разорвать вот эти узы, которые крепились многими годами, практически невозможно. Скажите, пожалуйста, как характеризуются кыргызско-российские отношения на современном этапе? Вера, большое спасибо за приглашение. Тема, конечно, очень актуальная. Вот сегодняшние мероприятия, Дни открытия культуры, они должны были пройти еще в 2020 году. Вы помните, это были переговоры президентов, на которых было решено 2020 год считать годом кыргызско-российской дружбы. И это называлось Перекрестным годом. И около 200 мероприятий намечалось, чтобы проводить как в Российской Федерации, так и в Кыргызской Республике. Но, к сожалению, не все то, что мы предполагаем, осуществляется в жизни. И вот ковид, локдаун, закрытие границ привело к тому, что намеченные программы, намеченные мероприятия, они не выполнились. Но, с другой стороны, особенность все-таки немножко перепрофилированы были эти мероприятия, они сейчас больше будут касаться, конечно, экономической, медицинской дипломатии, так скажем, вакцинации и так далее. Поэтому вот эти дни были перенесены на 2021 год. И я думаю, что и кыргызстанцы тоже, кыргызская интеллигенция творческая также будет проводить ряд мероприятий в Российской Федерации. Я очень рада открытию Дней России в Кыргызстане, Дней культуры, потому что сама я была очевидцем, организатором ряда таких мероприятий, будучи вице-премьером Кыргызской Республики, будучи министром образования и культуры. В 2003 году мы проводили большое мероприятие Дни культуры Кыргызстана в России, где встречались наши президенты, где мы показали все наше искусство, и как в Большом театре, так и художники показали свое творчество. Я возила большую группу наших учителей, директоров школ, чтобы они познакомились с передовыми методиками московских школ. Там и были ученые, и были очень большие, хорошие встречи. И я вспоминаю даже вот на нашей с вами истории, мы тоже создатели наших российско-кыргызских отношений. В 2006 году была председателем, вице-премьером и председателем нашей большой делегации Дней культуры, Дней Кыргызстана в Москве, где я встречалась с Лужковым, и мы проводили ряд таких мероприятий, спортивные, культурные мероприятия. Так что эти наши мероприятия в сегодняшний день это не только новые, он как бы продолжает традиционные дни. И помните, при выдающихся послах Российской Федерации в Кыргызской Республике проводились очень много мероприятий, в том числе Рудова, я вспоминаю сейчас, Шмагина,
И вот эти мероприятия очень хорошие, большие были. И мероприятия, они, я же сказала уже, традиционные и имеют очень большую подоплеку под него, потому что наши отношения, они не только в культурной сфере, но и, как вы знаете, как в экономической, военной, социальной сфере развиты. И за эти 30 лет, я думаю, что мы прошли просто на новый этап взаимоотношений. Если в период Советского Союза у нас были братские отношения, да, так назывались братские республики, социалистические республики в составе Союза Советских Социалистических Республик, то у нас сейчас партнерские отношения, стратегические партнерские отношения. То есть мы во многих моментах, как международного, так и как регионального, согласовываем совместные шаги. И эти шаги не рассчитаны на год, на два, они рассчитаны на долгие годы, поэтому это стратегия, рассчитана на долгие годы, соблюдающие взаимные интересы, соблюдающие взаимные выгоды. И мы уже долгие годы совместно выходим с какими-то инициативами. Наши инициативы поддерживает Российская Федерация, инициатива Российской Федерации поддерживает Кыргызстан в таких глобальных международных организациях, как Организация Объединенных Наций, как ОБСЕ, как ВОЗ, как и другие, очень много ШОС, ну и внутрирегиональные наши организации. Мы активно участвуем и активно. Это СНГ, это Евразийский экономический союз, это ОДКБ. И поэтому вот мы движемся в одном направлении, поэтому мы называемся стратегическими партнерами. Очень интересно, вы отметили, что за 30 лет независимости Кыргызстана отношения двух стран, Кыргызстана и России, качественно изменились, и сейчас Кыргызстан уже выступает таким полноправным партнером, и все-таки наши отношения, они взаимовыгодные, да? И с другой стороны, как вы правильно отметили, имеют стратегическое сотрудничество, то есть план на много-много лет вперед. И, в общем-то, это не каждый понимает и знает, что разорвать отношения, да, и, допустим, повернуть в какую-то другую сторону невозможно просто так, если произошел какой-то небольшой инцидент или еще что-то между той или иной стране. Но мы сегодня говорим о том, что впервые в Кыргызстане и в России проводится перекрестный год. Это еще одно мероприятие, которое будет обогащать два народа и взаимодополнять культуры, потому что без этого невозможно. Но интересно, вы отметили, что на первый план все-таки выходит экономическое сотрудничество. Что бы вы отметили в этом направлении? Немножко коснемся истории, да? Вот мы сказали, что мы перешли на межгосударственный уровень взаимоотношений после развала Советского Союза. И одним из первых дипломатических отношений с Кыргызской республикой, тогда еще в 92-х годах еще Республика Кыргызстан называлась, в 93-м году мы стали Кыргызской республикой, как вы знаете, при принятии новой конституции. И в марте 1992 года Российская Федерация, Кыргызстан, Кыргызская республика заключили дипломатические отношения и были открыты посольства. Так же, как наряду, вот это февраль-март 1992 года, он очень знаменательный, потому что в истории международных отношений Кыргызстан, во-первых, начались дипломатические отношения с Соединенными Штатами Америки, с Турцией. Значит, мы вошли в Организацию Объединенных Наций. То есть вот эта паритетность, партнерство в этом тоже заключается. Не просто там младший, старший брат, а вот отношения партнерства тогда начались. И мы полноправные члены многих международных организаций, где имеем свой голос. Что касается экономической сферы, то с самого начала независимости у нас
Правда, был какой-то период, когда была стагнация, как в России и во всех странах разрушенного Советского Союза, так называемого Содружества независимых государств, когда все как-то схлопнулись вовнутрь, да, начали искать самоидентификацию, искать, что нужно делать из выхода с этой экономики. Некоторая волна национализма во многих странах была. Но Кыргызстан, благо, он как-то пережил легко это. И вы помните, Кыргызстан единственная, за многие годы была единственная страна, которая русский язык приняла как официальный язык. Это было очень большое событие. Да, очень большое событие было. И до сих пор, ведь в отличие от многих стран, например, Прибалтики или некоторых стран Кавказа, здесь не было русофобии в Кыргызстане. Отдельные факты, вот то, что мы хотели, то, что вот факты отмечаются, какой-то взрыв политизации сейчас в России, она вполне объяснима, потому что это политтехнология. Россия стоит накануне избирательной кампании, парламент. Поэтому сейчас любой скрик, любой всплеск где-нибудь, любой факт в какой-нибудь стране будет восприниматься теми, кто... Не только в Кыргызстане. Не только в Кыргызстане. Будет восприниматься для того, чтобы опять поднять русскую идею, которая, в общем-то, в какой-то степени помогает некоторым людям пройти во властные структуры. Ну, это присуще для всех стран бывшего Советского Союза. Как только начинаются выборы, избирательная кампания, поднимается национальный вопрос, национальный язык, национальный вопрос и так далее. К этому нужно уже спокойно относиться. И это нельзя на бытовом уровне, даже если соседи там из-за воды поругаются, вот завтра они мирятся, потому что одна граница, они живут в одном селе, на одной улице. Также и здесь. Что касается экономических отношений, то я бы разделила бы на несколько моментов. Да, наши торгово-экономические отношения. Вот к 2020 году уже торговый оборот между нашими странами достиг примерно 2 миллиардов долларов. Из них, конечно, большая половина, где-то 1,5 миллиарда – это Россия, а где-то около 300 миллиардов – это Кыргызстан. И Российская Федерация пока стоит на втором месте по торговым отношениям. Первое, конечно, пока занимает Китай. И я думаю, наши встречи наших президентов в феврале и в мае этого года, Джапарова и Путина, они показали, что есть желание довести товарооборот до больше 2 миллиардов. Возможно, это будет, потому что газ, нефть поставляется, а с нашей стороны идут сельскохозяйственная продукция, швейная продукция идет. Вот мы теперь вместе разрабатываем Джируй, Газпром, и вот это общение, конечно, создает фундамент дальнейшего сплочения двух государств. Но и таким сплачивающим моментом это Евразийский экономический союз, где, я думаю, постепенно она будет идти по пути Европейского союза, меняться, не будут границ. Шенген, как мы знаем, это, в общем-то, в идеале создания. Вы тоже помните, Европейский союз тоже возникал сперва как таможенный, железной дороги, проблема железной дороги, автодорог, а потом уже это превратилось в такое надгосударственное. И границы были уничтожены, во всяком случае пограничников нет там. И я думаю, что рано или поздно это к этому идет. Но мы предполагаем, а все как-то свыше все идет. Знаете, ведь вот и дни, перекрестный год, кыргызско-российские отношения тоже немножко застряли в связи с... никто не ожидал ковида,
Никто не ожидал локдаунов, никто не ожидал карантинов, никто не ожидал, что границы будут закрыты, что мы впадем, кроме вот ковида, еще в такое психологически неуравновешенное состояние боязни во всех странах, что каждая страна стала думать только о себе, только о своем развитии, о своей продовольственной безопасности. Поэтому здесь проблем очень много. Но тем не менее, я думаю, что кыргызско-российские отношения, они не будут уходить вниз, они будут только развиваться. Особо хотела бы отметить и то, что Российская Федерация списала наши долги. Как вы знаете, к 2010 году долг Кыргызстана перед Россией составлял около $500 миллиарда. И по решению Владимира Владимировича Путина она должна была постепенно, должны были долги погашены, но в 2017 году первый транш, так скажем, не транш, а первый долг 260 миллионов это погасили, списали, не погасили, а списали. И в 2017 году оставшуюся сумму списали. Мы не имеем долгов перед Россией. И вообще Россия списала многим странам мира. Кубе списала, африканским странам много списала, Узбекистану списала и Кыргызстану. И сейчас, мне кажется, идет новый виток экономических наших отношений. Это перерабатывающая промышленность, золоторудная промышленность, сельскохозяйственная. И я надеюсь, что эти процессы будут взаимно интересны и работать на интересы наших стран и наших народов. Это самая главная задача правителей государств, чтобы все работало на интересы страны, на экономический рост нашей страны. Ведь когда создавался ЕАЭС, все это воспринимали как некий политический союз, да, государств. И никто не думал, что будут укрепляться именно экономические связи. А то, что не будет границ между странами ЕАЭС, конечно, об этом даже сейчас трудно представить. Да. Он создал некоторые трудности для развития, да, экономических отношений нашим предпринимателям, но где-то и открыл дорогу, да, свободный зеленый коридор для перемещения товаров. И, в общем-то, очень много, да, граждан наших, кыргызстанцев, даже без помощи государства, они сейчас осуществляют экспорт сельхозпродукции именно в Россию, не говоря уже о швейной продукции, которая завоевала рынки Сибири и пользуется большим спросом. Поэтому люди наших стран, в общем-то, они сами выстраивают определенные отношения и укрепляют их благодаря вот этим торговым взаимодействиям, культурным и так далее. И созданию правовой базы, потому что в основе создания Евразийского экономического союза ведь лежат уже правовые, надгосударственные какие-то решения. Поэтому создание надгосударственных институциональных так скажем, управлений. Поэтому я думаю, что, конечно, проблемы будут, потому что разные уровни экономик, качество, вот та же сертификация продукции, да, тоже имеет большую проблему. Но чем дальше мы развиваемся, тем, как вы правильно сказали, тем, чем индивидуальные, частные, средние бизнес понимает, что нужно давать уже не просто качественную продукцию, тем больше будет развиваться наши торговые отношения. Действительно, у нас есть крупные такие компании в разных отраслях, которые задумываются о серьезном экспорте своей продукции в города России. Ведь Россия – это большая страна, но и в том числе и за рубеж. Но вот военно-техническое сотрудничество, оно всегда вызывает особый интерес. И, в общем-то, страны продолжают сотрудничать в этом направлении, несмотря на то, что, да, нет уже единого союза, но вот это направление тоже является таким стратегическим. Да, это верно, потому что мы все члены ОДКБ. И, как вы знаете, у нас 999-й авиационный полк в Канте расположен. Это называется
силы быстрого реагирования, да? И в то же время они очень тесно связаны с 201-й армией, которая расположена, полком, который расположен в Таджикистане. И сейчас наибольшая опасность, которая стоит перед Центральной Азией, это Афганистан, конечно. Талибы, Афганистан. И то, что мы вошли в АДКБ, мы сейчас увидим положительные стороны этого, потому что Канская база, это база в Таджикистане, совместные учения, которые сейчас проводятся, показали, что мы должны быть готовыми к очень сложным моментам. И военное сотрудничество очень важно для нас, очень важно. И талибы уже подошли к Таджикистану, талибы уже подошли к границе Туркменистана. Прорывались таджикские граждане, афганские военные на территорию для спасения безопасности на Таджикистан. Поэтому сейчас, вот не осознавая, мы как-то каждодневным днем живем, не осознаем той опасности, которая может возникнуть в любой момент. Поэтому военное сотрудничество, на мой взгляд, сейчас очень важно. Но вот когда ведь мы говорим партнерство, да, партнерство не бывает одностороннее, да, только Россия дает, только Кыргызстан принимает, или Кыргызстан дает, и Россия принимает. Я просто хочу вам опять напомнить о том, что Кыргызстан тоже является очень важным для Министерства обороны республикой, потому что здесь у нас находится на Иссык-Куле, происходят испытания водолазного оборудования современного, торпед, конечно, без топлива и без ядерной головки. В Чалдаваре есть узел связи, который связывает с военно-морским флотом Российской Федерации, военными суднами, которые находятся на дежурстве в Тихом океане, в Индийском океане. Ведется радиотехническая разведка. Что касается Майлису, то там, как вы знаете, есть пункт сейсмического исследования. Они изучают, исследуют, нет ли в той или иной части земного шара ядерные испытания. И вот Кант, это все составляет как бы взаимный интерес, взаимное военное отношение. Но что касается науки, то рядом с Бишкеком находится очень важный пункт исследования космоса, Российской академии наук Российской Федерации. Поэтому мы очень тесно связаны. И вы знаете, когда я шла на вашу передачу, почему-то вот подумала о двух моментах, да, наших кыргызско-российских отношениях. Удивительно, но это как бы факт. Впервые после победы Великой Октябрьской социалистической революции, создания Кыргызской автономной области, а потом автономной союзной республики, потом Кыргызской ССР, ведь во главе первого вот этого государственного объединения, когда впервые кыргызстанцы получили свою территорию, государственную территорию, во главе стояли люди, которые закончили русско-туземную школу. Тот же Джусуп Абдрахманов, тот же Айтматов, тот же Исакеев, тот же Хасанов, Туйчинов и много-много ведущих государственных партийных деятелей, которые стояли у истоков первой кыргызской государственности, как таковой, территориальной государственности. Я не говорю о IX-X веке, о великом кыргызском великодержавии, а вот XX века. Да? И если вы посмотрите 1991 год, когда мы получили, просто по счастливой случайности получили независимость, то ведь во главе государства во многих министерствах стояли опять же выпускники российских, московских, советских вузов. Знаете, это тоже вот какой-то некий символ наших связей, мне кажется. И сейчас тоже, вот в этом году около 400 студентов
принимаются на бюджет в российские вузы. Около 17 тысяч, по предпоследним данным, около 17 тысяч кыргызских юношей и девушек учатся в высших учебных заведениях России. Я не говорю о военной подготовке, потому что очень много во всех отраслях, так скажем, военного дела, много наших юношей учатся в Российской Федерации, начиная с военного института и заканчивая областными военными училищами. Мы с гордостью говорим, да, о одном из классических образцов взаимосвязи кыргызско-российских связей, культурно-образовательных, социальных связей. Это Кыргызско-российский славянский университет, который был создан одним из первых в СНГ в 1993 году. И сейчас, как мне известно, очень много, большой конкурс, на вот эти даже 370 мест, очень большой конкурс, тысячи юношей и девушек кыргызстанцев хотят поступить в российские вузы. Но здесь, Вера, я вот хотела обратить еще внимание на одностороннюю трактовку миграции. Да, вот, кстати, это палка, да, Да, о двух концах. о двух концах. Мы все думаем, что Да, это плохо. Российская Федерация Да, нам предоставляет какие-то рабочие места, Нет, но с нет, другой мы стороны, она говорим, же тоже что заинтересована вот именно, в развитии своей экономики. Всегда говорят, что вот мигранты дают столько-то, почти половину ВВП привозят, а на самом деле же ведь, посмотрите, первая гвардия наших мигрантов, которые поехали, кстати, из своего личного примера могу сказать, в 2002 году, когда сюда приехал Россель, губернатор Свердловской области, он говорил, что, вы знаете, я очень высоко ценю кыргызских граждан, которые приехали к нам. Во-первых, они очень хорошо знают русский язык, они подчиняются нашим законам, они умеют договариваться, они хорошо вошли в бизнес. И поэтому во многих структурах Свердловской области я принимаю, как он говорил, кыргызов. Когда в 2006 году возглавляла делегацию Кыргызстана в Москве, встречалась с Лужковым, Лужков то же самое сказал, что удивительно. Говорит, что мы высоко ценим. Он посмотрел процент происшествий, да, грубых, как это называется, тяжелых преступлений в городе Москве, и оказалось, что кыргызы занимают самое-самое последнее место. И он говорил, что, во-первых, они хорошо знают русский язык, во-вторых, они хорошо вошли в средний и малый бизнес. Значит, они хорошо адаптировались к нашим условиям. И поэтому во многих отраслях у нас много кыргызов. Но сейчас я не знаю, новый поток мигрантов уже, наверное, другой, со более слабым знанием языка. Но и в то же время вот эти 700 тысяч, по последним данным, 760 тысяч мигрантов Российской Федерации, они же не просто сидят, они работают во всех сферах, сфера обслуживания, строительства, строительство дорог, огромное количество сфер обслуживания. И поэтому многие уже вошли в бизнес-структуры. Поэтому говорить, что мигранты – это только зло для России, а добро для Кыргызстана – нет. Они приносят еще очень большой вклад в развитие экономики, социальной сферы, услуг Российской Федерации. Поэтому мы не будем демонизировать этих. Но вот человек, который уехал на чужбину для того, чтобы встать на ноги, он пройдет через много-много трудностей, и помогает он обеим странам, да, как Кыргызстану и России. Сюда он отправляет денежные переводы для своей семьи, а там он помогает развиваться экономике. И получается, что это тоже взаимовыгодный такой обмен людскими ресурсами. Но сейчас у нас есть такой призыв, чтобы все кыргызстанцы вернулись на родину для того, чтобы строить и развивать свою страну, свою экономику. Но этот вопрос, я думаю, временный.
времени, потому что люди, которые уехали в другие страны, они уже не хотят, чтобы их называли мигрантами, они говорят, мы соотечественники, потому что они уже крепко стоят на ногах и даже могут инвестировать в экономику своей страны, но ждут, видимо, какого-то удобного момента, потому что деньги любят тишину. Да, Вера, а вы знаете, ведь миграция – это не только кыргызская традиция. Вы посмотрите, начиная с Ататюрка, сколько тюрков переехало в Европу. Германия, по-моему, на 30%, как не приедешь в Германию, видишь только тюрков, которые сидят, работают. Так что китайцы, чайнтауны во всех странах мира, филиппинцы, вьетнамцы, которые сейчас очень хорошо развиваются, монголы, они имеют, например, Филадельфия имеет свой огромный район. Поэтому нельзя рассматривать миграцию сейчас, особенно в 21 век, когда уже мировая тенденция, транснациональные компании, когда наши ребята очень много в Гугле работают, они работают в Силиконовой долине. Мы не можем им сказать, нет, сидите в Кыргызстане. Да, какая-то часть должна вернуться, какая-то часть хочет вернуться, но с другой стороны мы не можем запретить людям езжать туда, где они могут больше развиваться, показывать свои таланты, так скажем, показывать свои возможности. Будет время, они все равно останутся кыргызстанцами, да, они не заменят свое ни лицо, ни свои гены. Этот процесс нельзя рассматривать отрицательно. Это процесс, естественно, объективный процесс. Ну, что интересно, люди, которые уехали в Россию, да, или в другую, иную страну, они продолжают хранить свою культуру и свой язык, объединяются, да, проводят мероприятия, обязательно празднуют все национальные праздники. И люди, которые проживают здесь, многонациональный народ Кыргызстана, он тоже знает и любит все праздники нашей любимой страны, поэтому я думаю, что никаких вот разногласий или нелюбви не может быть, только единство и согласие. Это мировая тенденция, исторически сложенная, что только в таком духе можно жить и развиваться. Это должен понимать каждый человек. Каждый. Вы же знаете, что сейчас в Кыргызстане 390 тысяч русскоговорящих. И около 40 общественных организаций русскоязычных есть. И я очень уважаю слова Сулаймана Великого, когда он сказал, что в саду должны цвести разные цветы. Да? То есть мононация, она рано или поздно погибает. А вот взаимосотрудничество, взаимообмен, даже будь это кухня, будь это навыки, будь это знания, будь это умение, развитие с друг другом, помощь друг другу, она только в положительную сторону, мне кажется. Поэтому вот эти частные случаи нужно рассматривать просто как бытовые неурядицы. А в целом, я думаю, что в кыргызско-российских отношениях есть очень большое будущее, как в экономическом, социальном, культурном отношении, военном отношении и в других отношениях. И на международной арене мы выступаем, так скажем, по большому счету в одном строю. Всегда очень интересно слушать ваши выступления. Хочется продолжать задавать вам интересные вопросы, потому что я знаю, у вас еще очень много фактов о кыргызско-российском сотрудничестве, которые неизвестны до сих пор нам. Но режиссеры мне говорят, что время нашей беседы завершается. Огромное вам спасибо. Рады вас видеть. Долголетия. Надеюсь, что мы проведем еще не один эфир. Уважаемые телезрители, я напоминаю, что мы беседовали с профессором, общественным деятелем Ишингуль Садыканой Булджуровой. Оставайтесь на Ала-тоо 24. Всего доброго.